Гость программы «Парадигма» сегодня – талантливая певица, солистка Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба, обладательница лирико-драматического сопрано Елена Анкваб. Елена, добрый день. Рада приветствовать вас сегодня в программе и думаю, что у нас состоится очень такая интересная, содержательная беседа относительно музыкального искусства, как Абхазии, так и вообще в целом в мире. Елена, расскажите, пожалуйста, как вообще все начиналось и когда вы поняли, что музыка, искусство и большая сцена – это ваша судьба? Все начиналось с самого начала, скажем так, с детства. Просто девочка маленькая, которая любила петь и пела всегда и везде. И во время обеда, и перед сном, и когда проснется, и в течение дня. Вот. И просто любила петь. Дома всегда у нас звучала музыка совершенно разнообразная, начиная от Высоцкого и заканчивая классикой. Но я никогда не думала о том, чтобы стать певицей профессиональной. Очень любила иностранные языки. Поступила на факультет иностранных языков. Вот. Но вот, видимо, что-то такое там все-таки сидело, да, что не давало мне покоя. Я, естественно, училась в музыкальной школе, но все это было так очень для общего развития. Ну, как у нас вообще принято было? Как у нас принято, да, было. Вот. И уже, наверное, курсе на 3-м, когда я училась на Иньязе, я пришла, вернее, меня девочки, которые со мной учились, притащили меня буквально в самодеятельный хор. Конечно, преподаватели были профессионалы, вот, но ребята были и из нашего университета, и из других университетов, все приводили своих друзей, знакомых, вот, и там сформировалась очень теплая такая атмосфера, и люди, которые любили петь, наконец-то вот у них была возможность петь, и мы очень много выступали, и гастролировали, и даже ездили в Вену. Если вот говорить более детальнее, все-таки музыка для вас это профессия, либо, быть может, способ говорить с миром. Вот как вы это воспринимаете? Вы поете для того, чтобы работать, или вы поете для того, чтобы донести миру какую-то свою определенную, быть может, эмоцию, мировосприятие? Я пою, потому что я не могу не петь. И да, музыка — это действительно такой язык, который говорит тогда, когда слова не в силах что-то объяснить, что-то передать. Потому что музыка действует на уровне восприятия, эмоций, чувств. Она затрагивает душу, затрагивает сердце. И, собственно, в этом весь смысл. Вообще, когда ты выходишь на сцену, это такое дерзновение, потому что это означает, что у тебя есть что сказать людям, оказывается, да? Посредством звуков, да? Да, Музыкального конечно, извлечения. Конечно, конечно. И почему-то ты считаешь, что людям это важно, интересно. И правда, каждый выход на сцену — это вот такое дерзновение. Опять же, исходя из вашей биографии, как вы уже говорили выше, вы по образованию лингвист, вы переводчик английского и испанского языков. Скажите, пожалуйста, как именно эта специальность помогает вам в вашей музыкальной деятельности? Что
вы можете посредством иностранных языков воплотить в свою профессиональную музыкальную жизнь? Конечно, знание языков помогает, несомненно. И, кстати, помогает и помогало не только мне, потому что даже когда я поступила в Гнесинскую академию, и ребята, которые со мной учились, они все время прибегали: Лена, подпиши нам, пожалуйста, как это. Потому что, ну, помимо английского и испанского, у меня еще латынь, да, немецкий, итальянский. Но все классические языки, которые... Да, кроме французского, вот, к сожалению, но немножко я так все-таки сама тоже стараюсь, там, по самоучителю, вот, хотя бы фонетику, чтобы правильно произносить. Если вот говорить сейчас конкретно о вашей специфике в профессии, почему именно классическое исполнительство, почему классическая музыка, почему, допустим, вы не выбрали другую стезю, ну, быть может, эстраду, я не знаю, фольклор, народное, да, исполнение, почему именно классика? Классика, трудно сказать. Вообще дело ведь в каком-то таком внутреннем, наверное, ощущении, да, в какой-то такой глубине этой музыки. Именно она меня трогает. Конечно, есть, я слушаю, понятно, там и даже там... Может быть, и джаз. Мне кажется, у вас это неплохо бы получилось с учетом вашего голоса, да, диапазона. Ну вот, понимаете, дело в том, что классика, даже если брать только вокальный жанр, ну, я не знаю, не хватит, наверное, и 20 жизней, чтобы перепеть все, что хотелось бы перепеть. И в ней есть все, от А до Я. И ведь, кстати, многие и эстрадные, да, произведения. Сейчас особенно это модно, актуально. Конечно, конечно. Поэтому есть все, как в музыке Рахманинова, моего любимого композитора. Да, просто обожаемый. Вот Рахманинова, и все, больше мне ничего не надо. Причем он так возвращает к жизни, можно сказать. Да, то есть когда вот что-то такие какие-то жизненные обстоятельства, и вот все поникшее такое настроение, и все, и вот Рахманинов, он возвращает. Ну, классика, естественно, это основа основ, и безусловно, что любой музыкант изначально должен получить такой базис, да, Конечно. относительно музыкального материала, и это классический материал, неважно, это исполнительское, вокальное, да, как бы, либо это инструментальное, да, безусловно. Но вот если поговорить о ваших таких творческих начинаниях в профессии, как вот вы говорили, вы окончили Гнесинскую музыкальную академию, и впоследствии, исходя из вашей биографии, мне известно, что география ваша выступлений и участие в различных международных конкурсах, она обширна, и вы выступали как с сольными концертами, так и были участником многих международных мероприятий в области музыкального искусства. Давайте поговорим об этом. Там есть в вашей биографии и Стамбул, и Вена, и Милан, много городов и стран, в которых вы показали, продемонстрировали свое мастерство. Расскажите об этом немножко. И что вам это дало впоследствии? Ну, Стамбул — это, если, например, говорить о Стамбуле, мы были с органистом нашим, с Лукой Гадели, по приглашению нашей диаспоры. У нас было 2 концерта. Один был сольный концерт у Луки, второй был сольный концерт у меня, и он мне аккомпанировал. Как это все прошло? Ой, это было на самом деле очень, очень тепло, очень душевно. Это наши люди. Ну, как мне кажется, не так часто наши исполнители, особенно классические, принимают участие, и непосредственно в Стамбуле. Я бы сказала, что даже практически не бывает такого. Да. Поэтому, да, очень жаль на самом деле. И, конечно, нас очень тепло принимали. Вот. И было очень приятно и очень
ответственно выступать перед нашими людьми. А репертуар как складывался, отбирался? Там классический материал миксовался вместе с нашим аутентичным, да, насколько я понимаю? Да, да, конечно, в основном, конечно, был классический репертуар, но были включены наши произведения, и, например, «Чечнани», которая очень, как мы знаем, потомками махаджиров воспринимается, да, очень особенно. трепетно, да, у них особенное отношение к этому произведению. Да, у меня тоже, на самом деле, каждый раз, когда я его пою, мне самое главное не разрыдаться. Ну, правильно, да, взгляд, глаза, эмоции передаются и зрителям в том числе, а посредством голоса это особенно знаково и значимо, безусловно. Ну, вас вообще воспринимают, ваше окружение, ваша семья, друзья, близкие, артисткой, либо все-таки это, ну, как бы больше относительно вашей непосредственно профессиональной деятельности, а дома вы просто Лена? Дома, конечно, до того, как я начинаю петь, да. А поете вы часто, судя по всему? Ну, конечно, да, а как же, да. Когда нет какой-то возможности, допустим, там я целый день дома, естественно, дома я пою. Вот. А до тех пор, да, конечно, ну, близкие, естественно, как-то они говорят, что им приятно, они гордятся. И мне от этого, естественно, тоже приятно. Ну, если поговорить об эмоциях, хотелось бы узнать, вот мы говорили выше, и вы в частности сказали, что от эмоций, вдохновения зависит то, как ты выступишь, да, будешь вести себя на сцене и как, собственно, пройдет концерт. Вот где вы черпаете это вдохновение? Вот разные же бывают ситуации в жизни, когда человек, ну, где-то эмоционально завис, да, скажем так, в негативе, быть может, физически, да, не вытягивает. Вот что вам помогает собраться и выйти на сцену для того, чтобы транслировать искусство зрителям? Может быть, какой-то секрет, творческий ритуал? Не скажу, что это секрет, это просто такое отношение к зрителю, который пришел послушать тебя непосредственно, да, как я уже говорила прежде, это вот такое дерзновение. И ты, уважая зрителя и уважая себя, просто не имеешь права сделать меньше, чем ты должен сделать. Вот. И поэтому все бывает, Господи, после таких каких-то ситуаций и жизненных, да, и там проблемы с самочувствием, естественно, все мы люди, вот, всякое совершенно бывало, и с больным голосом, но ты выходишь на сцену, и все это остается позади, это все остается за кулисами, потому что это не проблема зрителя, и поэтому ты выкладываешься в любом случае на 100%. И здесь вот тоже так важно подчеркнуть, что техника там или какое-то эмоциональное наполнение, что важнее. Не могу сказать, что важнее. Где-то эмоции тебе помогают, да, в техническом плане. Выброс адреналина все-таки, он присутствует, да? Да, конечно. Даже если ты выходишь ну, в больном каком-то состоянии, то эмоции обязательно помогают. Это первое. А второе, это то, что какая бы ни была совершенная техника, если это просто техника, то это как механическое пианино. Это никому не нужно в том плане, что это не несет никакой эмоциональной нагрузки. Все-таки личность исполнителя, она очень важна. И по мне нужно стремиться к тому, чтобы, знаете, как есть ремесленники, а есть творцы. Вот, на мой взгляд, надо стремиться к тому, чтобы все-таки быть творцом. Вы идеалистка, да, по натуре? Перфекционистка, да. Ну, я, кстати, вот небольшую ремарку хотела бы сказать. Вот мы с вами знакомы не так давно, близко, я имею в виду, но за вашим творчеством я наблюдаю очень давно, мне оно импонирует, безусловно. И вот я хотела бы заметить, что вы одна из наших многих, да, исполнителей, исполнительниц, которая очень собирается на сцене и, как мне кажется, максимально выкладывается в
профессии, несмотря ни на какие, да, там, может быть, внешние какие-то факторы, вы отдаетесь сполна. И это заметно, это считывают наши зрители. И вам за это большое спасибо, что вы прежде всего, как певица, как актриса, артистка, вы выдаетесь на все 100%. Это важно. Важно, чтобы любой зритель мог считывать и прочувствовать ту эмоцию, за которой он пришел. Конечно. А иначе это все бессмысленно. И потом дело же еще в том, что это невозможно сыграть. То есть я сейчас говорю не о конкретной роли, да, на сцене, но человек настолько вживается. Я помню, вот слушала одно из интервью с Еленой Образцовой, и она говорила о том, что когда она пела «Кармен», кажется, это было с Пласидо Доминго, если я не ошибаюсь, и она говорила, вот он момент, когда она ее убивает, и она говорит, я лежу, все, вот меня убили, я лежу и думаю, ну надо же, как жалко, такая молодая. Настолько она прониклась ролью самой. Ты выживаешься, а потом, когда это концерт, то есть вот это вот, скажем, если это романс или ария, романс вообще бывает 1,5-минутный, и ты вот за эти 1,5 минуты проживаешь целую жизнь от начала и до конца, то есть начало, развитие, кульминация и то, к чему мы приходим в конце. Поэтому это невозможно сыграть, это можно только прочувствовать, и действительно зритель это ощущает на эмоциональном вот каком-то таком энергетическом уровне и отдает тебе обратно. Это и есть та подпитка, которая толкает постоянно артиста выходить на сцену, ведь наступает какой-то момент, когда ты не можешь просто без этого уже. Лен, вот вы уже такая исполнительница со стажем, если можно так сказать, и, наверное, для вас было бы интересным, и, скорее всего, вы это используете в своей деятельности, своего рода музыкальную эклектику, какой-то синтез, да, из разных жанров, быть может. Вот что вам близко вообще в этом смысле? И что вы можете на сегодняшний день предложить нашему зрителю для того, чтобы придать какой-то новый импульс к музыке, да, к интересу к музыке, для того, чтобы наша аудитория могла расширить свои, скажем так, музыкальные познания в искусстве. Вот, на ваш взгляд, что вам интересно в какой-то такой синергии, может быть, музыкальной? Вот насколько? Ну, вообще 2 момента здесь могу назвать, и второй будет такой прям детальный. Сейчас, да, это популярное такое направление, да, смешивать жанры. И вот честно вам скажу, не хочу классику ни с чем смешивать. Не хочу, потому что, ну, в ней есть все. Зачем ее еще с чем-то смешивать? И вот, честное слово, я не понимаю на самом деле. Потому что ведь, смотрите, сейчас, чтобы это не прозвучало немножко так, я не знаю, может быть, для кого-то это может прозвучать как-то обидно или что-то, но это совершенно не для того я это говорю. Ведь задача музыканта классического в том, чтобы как-то вот духовно, да, немножко поднять человека на более высокий уровень. Правда? Потому что, к сожалению, не всем дано такое счастье, да, родиться там в музыкальной семье или в какой-то там в интеллигентной семье, высокообразованной и прочее, прочее. И это здесь совершенно не важно, потому что дальше, да, развиваясь и попадая, там, скажем, в детский сад, и дальше в школу, и дальше, человек вот должен иметь какую-то возможность приобщиться к этому хотя бы немного, даже если ему не дают этого дома. Вы считаете, что классическая музыка как-то связана с уровнем интеллекта? Обязательно. 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 Я думаю, что в этом смысле советская школа этим и отличалась. Ну, наше с вами детство, я постарше, чем вы, но тем не менее. Я думаю, что не зря наши родители уделяли такое внимание активное, да, своим детям в контексте
получения музыкального, пускай даже школьного музыкального образования, потому что впоследствии это как вот своего рода кирпичик большого фундамента дает свои какие-то плоды в дальнейшей, да, жизнедеятельности. И вот на ваш взгляд, как вы думаете, вот относительно нашей республики, маленькой республики Абхазия, которая богата на таланты, чего нам сейчас не хватает для того, чтобы повысить этот музыкальный уровень, я имею в виду относительно классической музыки, что нам нужно сделать такого в образовательном сегменте, может быть, даже воспитательном, ну, совет родителям даже больше, мне кажется, нежели там педагогам, что можно сделать, чтобы все-таки наш зритель, наше население, скажем так, акцентировало больше на классическую музыку, дабы потом уровень интеллекта в общей массе был на порядок выше. Все на самом деле очень просто. Нам надо объединяться. Филармония, школа, университет, детский Какая-то сад, система должна телевидение, быть, да? радио. Все, что у нас есть, обязательно. Вот я вообще москвичка. И обязательно мы там по литературе проходим, там, Дни Турбиных. Нас берут, ведут в Малый театр, мы смотрим Дни Турбиных. Да. Обязательно без этого ничего не получится. Это будет вот как сейчас эта история, да, разрозненная такая. Ну хорошо, вот давайте на примере. Вот семья, наша среднестатистическая семья в Абхазии, где есть маленькие дети, там 5-6 лет. Как родителю привить любовь к музыке маленькому ребенку? Вот я на своем примере скажу, что я в музыкальную школу пошла в 6 лет. Да, вот там была подготовительная как бы база изначально, потом в 7 уже в 1 класс. Но это было само собой разумеющееся, потому что все вокруг ходили в музыкальную школу, получали музыкальное образование. В нынешних реалиях немножко все иначе, потому что сейчас мир интернета, в общем, дети немножечко не в ту сторону нацелены в большей степени, да, но как это все реанимировать вот в то русло, которое было там 30-40 лет назад, и дать вот какое-то новое дыхание развитию в музыке, в музыкальном искусстве. Ну, если говорить изначально, да, о семье, да. Опять же, все очень просто. И, кстати, да, то, что сейчас век интернета, все очень сильно упрощает, потому что ты можешь в своем интернете открыть лондонский симфонический оркестр, да, запись, да, и кого угодно вообще, и просто включать фоном, вот, чтобы ребенок просыпался под это тихонечко, да, ничего не нужно, никакие не акцентировать внимание, ничего. Абсолютно ребенок занимается, это, причем это можно делать от рождения, и нужно делать от рождения. То есть ребенок постоянно, вот, ну, понятно, с перерывами, да, естественно, чтобы там все-таки шума такого не было. Вы имеете в виду, что все-таки на подсознании остается эта информация, эти звуки, которые, ну, естественно, классическая музыка — это нечто, да? Обязательно, конечно, да. И ведь и на подсознание действует, и на нейронные связи действует, и на психику действует, потому что все равно дети, да, пусть они не понимают тех процессов, в которых мы живем на сегодняшний день, к сожалению, да, когда у нас общая тревожность на планете Земля зашкаливает, нервозность зашкаливает, там психические всякие заболевания зашкаливают. И классика — это именно тот ключ к равновесию и вообще, можно сказать, к психическому, ментальному здоровью, эмоциональному. Ну, вообще уже научно доказано, что именно вот классическая музыка влияет плодотворно на нейронные связи, и мозг по-другому воспринимает любую информацию, не только относительно музыки, вообще в целом. И физическое здоровье, вот в прямом смысле. Ну, не зря говорят, музыка лечит. Боль в желудке, боль в сердце, там общее вот недомогание какое-то. Включайте Моцарта, включайте Бетховена, да, и действительно, на самом деле, вы почувствуете эффект на себе. Сейчас немножечко такая грустная минута, наверное, в нашем диалоге, но не могу не спросить. Мы записываем это интервью в преддверии такого печального события нашей новейшей истории Абхазии. Это мартовское наступление 1993 года.
И, насколько мне известно, вы одна из тех людей, которая стоит у истоков проекта, который, собственно говоря, состоится в марте этого года в городе Гудаута. И хотелось бы, чтобы вы немножечко рассказали об этом, как вы вообще пришли к этой идее и что вами двигало, да, какую эмоцию вы испытываете и что бы вы хотели бы показать нашим зрителям не только в Гудауте, а вообще по Абхазии в целом, какой посыл вы несете этим проектом, какую вкладываете туда идею. Вообще, конечно, на самом деле идея не моя личная. До нас, естественно, проводили концерты в знаменовании этой трагической даты, проводили многие коллективы, и филармония, да, в том числе, да. Но дело в том, что, к сожалению, мы бы и продолжили в филармонии, но поскольку все-таки Есть какие-то сложности, да, технические? есть да, какие-то да. технические сложности, да, из-за которых мы не можем вот в холодный период выступать в филармонии, и выступать не можем, и людей, собственно, не можем, да, морозить, да, в зале. Вот, поэтому это, во-первых. И, во-вторых, вот та тема объединения всех нас, да, на любом уровне касательно любой сферы жизни, в том числе и музыки, то, о чем я говорю. И я подумала, что мы, как бы там ни было, мы не можем бросать, да, так сказать, эту дату, потому что это слишком важно для нас, это слишком важно для памяти, для нынешних поколений, для тех, кто принимал в этом участие, и, естественно, для будущих поколений, потому что человек, который не помнит своего прошлого, каким бы оно ни было, он не может ничего хорошего сделать в будущем, да, и в настоящем тоже. Вот, поэтому это очень важно, и очень важно, я хочу обязательно, чтобы присутствовали дети, потому что они, как, естественно, как наши продолжатели, наше будущее, они обязательно должны знать. Ну, быть может, какой-то месседж главный такой вот относительно вашего проекта, вот что бы вы хотели бы сказать нашим зрителям, вообще нашей стране относительно этой даты, этого концерта, который пройдет в марте в городе Гудаута, в городе Герой. Вот что основной посыл? Коротко. Для чего? Почему люди должны прийти на это мероприятие? Потому что нельзя не прийти, потому что это слишком важно, чтобы это игнорировать. Вот так, игнорировать или забывать, не придавать этому значения, не знать об этом. Это слишком важно. Это слишком важно для нашего народа, всего в целом, для нашего настоящего и для нашего будущего. Потому что если мы забудем это, то очень страшно представить, к чему мы можем прийти в дальнейшем. Очень страшно. Это наша история. Да. И еще, кстати, да, что я хочу обязательно сказать, это то, что когда вот я поняла, что в филармонии мы чисто технически не сможем провести этот концерт, я стала думать, и я пошла к Надару Викторовичу Чанбо и сказала: Надар Викторович, вот так, мы должны обязательно объединяться и делать. И он, естественно, сразу же меня поддержал. А кто еще принимает участие? Капелла наш? Да, капелла принимает участие, и
наши солистки филармонии Альдона Цко, Нана Черкезия и, конечно, наш концертмейстер филармонический, да, Станда Джикерба, да, без которой мы без рук. А как могут люди попасть на концерт? Вход бесплатный, как я понимаю, будет, да? И конечно же, будет, скорее всего, бесплатный. анонс мероприятия, да? Да. Вход, конечно же, бесплатный на такие мероприятия. Ни в коем случае, я считаю, не может быть платный вход, да. Поэтому обязательно любой желающий почтить память, потому что все-таки это концерт мы организуем, чтобы почтить память тех, кто остался там. Вот, поэтому любой желающий должен иметь возможность прийти. Я думаю, что все у вас получится, и это значимое такое для нашего общества мероприятие. Я думаю, что все, у кого будет вот такая возможность, обязательно поприсутствуют. И я тоже со своей стороны очень постараюсь быть. Лен, а если вот сейчас немножко мы отойдем в сторону творчества, вот, и немножко так помечтаем, подискутируем, пофантазируем. Вот если бы Абхазию можно было бы представить как в качестве симфонии, какую бы вы партию для нее написали бы и какой инструмент звучал бы ярче всего, на ваш взгляд? Мне бы хотелось, чтобы это была, не знаю, ода к радости Бетховена. Вот, чтобы все-таки вот эти печальные наши времена, сложные наши времена закончились, и все было бы благополучно, и при этом, чтобы опять-таки мы как-то, ну, если так скажем, напрямую не опозорили, да, вот наших предков, чтобы мы были достойны их и продолжали их путь. Вот, все-таки действительно наша маленькая, но очень многострадальная Абхазия. И даже, кстати, в музыке это видно, да, там, какое произведение не возьми, или «Плач матери», да, или «Реквием», или что-то такое. Очень, кстати, мало таких веселых, развлекательных произведений, да. Вот, поэтому хочется оды такой радости. И по поводу основного инструмента, вот не хочу, чтобы все были вместе. Все-таки вы за оркестровое, да, такое? Абсолютно, да, абсолютно, потому что в этом наша сила, в этом наше спасение, только в этом. Лен, а как вы думаете, можно ли через классику достучаться до другого человека, да, научиться слышать и слушать, не перекрикивая, вот посредством классической музыки? Какие, на ваш взгляд, существуют приемы? Ну, классическая музыка, да, я думаю, что она учит всему вообще. И вообще, когда говорят о том, что я всегда тоже повторяю эту мысль о том, что любят говорить, что классика — это вот такое элитарное, да, какое-то искусство, оно не для всех, оно недоступно. Нет, вообще, я вообще мечтаю просто о том, чтобы вообще перестали все говорить такое, потому что, но это не так. Сейчас это доступно, конечно, это не так, потому что классическая музыка — это музыка, которая, ну, просто она либо трогает твою душу, либо не трогает. Ну а что сделать для того, чтобы она тронула? Есть же люди, которые не понимают классическую, не воспринимают. Где вот не воспринимают — это другое дело. И опять-таки здесь мы возвращаемся, да, к детству, да, даже пока еще ребенок у мамы в животике, да, вот это все. Да, это хорошая, кстати, сейчас методика, и многие используют, и даже в медицине это тоже доказанный факт, что советуют мамочкам в будущем использовать эту методику, включать классическую музыку. Да. И вот еще одна такая мысль, которую я тоже очень люблю где-то, и, конечно, не вспомню, прочитала или услышала о том, что представьте, каким бы было наше общество, если бы мы детям от рождения давали слушать только музыку великих композиторов и смотреть на картины великих художников. Вот каким был бы человек, да? Наверное,
Но, наверное, по крайней мере, всего того, что сейчас происходит в мире, этого бы, конечно, совсем мы не можем это свести на нет, к сожалению. Все-таки это натура человеческая тоже такая, да, на правом плече у нас ангелочек, на левом плече у нас другой персонаж. Вот, поэтому совсем мы это убрать не можем, но с помощью классической музыки, конечно, мы можем воспитывать, и, кстати, не только маленьких, но и больших уже. Вот, потому что сколько бывает отзывов, да, после концерта, после выступления, когда люди приходят и говорят: я вообще первый раз на концерте классической музыки, и я так счастлив, что я попал на ваш концерт, потому что я даже не мог себе представить, что это вот настолько затронет, настолько перевернет все внутри. И вот это для артиста, конечно, тоже очень важно, когда ты можешь дотронуться до души человека, и хоть вот, на вот это время, да, концертное, там, 1:10, сделать его чуточку счастливее. Ну, это правда. Зритель приходит за эмоцией, за тем, чтобы вот в этот небольшой временной промежуток как раз-таки забыть про все проблемы и окунуться в другую абсолютно атмосферу, которая, быть может, впоследствии и натолкнет на какие-то другие действия, более правильные. Да, и в этом ответственность огромная артиста. Да. Ваше мнение, ваше отношение к традиционной культуре, традиционной музыке, и как традиционная музыка влияет на вообще в целом, да, на развитие музыкальной культуры, ну, относительно нашей республики. Но традиционная музыка, как и в принципе традиции, Насколько важно ее сохранять и, скажем так, передавать из поколения в поколение? Какую роль она все-таки играет? ну, это из той же категории, что если бы думать вообще, да, там, сомневаться, нужна ли семья. Ну, такие постулаты, на ваш люди, взгляд, это друзья. такие Конечно, постулаты, которые конечно, необходимо конечно. сохранять. Конечно, это основа жизни, да. Вот, потому что, опять-таки говорю, без понимания себя в этом мире, без знания своих традиций и, кстати, без знания языка, что крайне важно, ты не можешь понять, кто ты такой в этом мире. Ты все время будешь чувствовать себя чужаком, где бы ты ни находился. Вот, поэтому и, естественно, традиционная музыка и другие виды творчества и ремесла, это все необходимо, абсолютно необходимо, потому что классика появилась гораздо ведь позже, да. Вот, то есть это то, как люди выражали раньше, да. Внутреннее состояние. Да, конечно, свое мировоззрение и все, поэтому это крайне необходимо для понимания, для самоидентификации, да, для понимания того, кто ты есть в этом мире. И это обязательно нужно знать. Вам вообще близка абхазская традиционная музыка, вообще абхазское традиционное искусство? Конечно. Вы окунаетесь, да, и Конечно. периодически в репертуар? Конечно. Кстати, вот по этому поводу еще хочу сказать, Абхазский драматический театр пригласил меня принять участие в спектакле музыкальном «Золотое руно», и мы возили этот спектакль в Уфу, где он прошел с грандиозным успехом, то есть люди стоя аплодировали больше 20 минут. Все-таки абхазская традиция пользуется интересом и популярностью за пределами. Да, и вот музыка, которую написал Тимур Агарбада, она как раз на стыке классики и традиционной музыки. Это что-то невообразимое, что-то сумасшедшее просто. И я, на самом деле, им очень благодарна, что вот у меня была возможность в этом поучаствовать. Но это еще одна, да, такая история вашей биографии, где вот своего рода синтез театра и классической музыки, и вы неплохо себя в этом проявили. Я думаю, что и в дальнейшем будут такие предложения. А вот если, допустим, вам поступит предложение какого-то характера, такого, может быть, не совсем очевидного в плане популярности, скажем так, вы готовы рискнуть своей репутацией,
как певицы, да, классической исполнительницы, дабы поучаствовать вот в этом таком музыкальном эксперименте, даже если у него не будет какого-то продолжения и какого-то статуса в музыкальной среде? Тут Вообще к экспериментам вы готовы? к экспериментам, ну, готова. Почему нет? Вот, например, участие в «Золотом руне» для меня был эксперимент, конечно, да. Вот. Тут, ну, важно понимать, чтобы просто не переходить в какую-то грань, чтобы там, не дай бог, какой-то там пошлости Ну, или какие-то чего-то этические еще. нормы Да, соблюсти. да, конечно. А так ведь дело не в популярности, да, а дело в том, что вот, как я говорю, я не пою, потому что я не могу не петь. Ты что-то делаешь, потому что ты не можешь этого не делать, потому что считаешь это крайне важным. Я думаю, что любой процесс, связанный с музыкой, это творческий процесс, и он не может быть неинтересным, даже если он и кратковременный, и не совсем Конечно, может быть конечно, удачный. Тем не менее, это опыт. Конечно, это опыт. А потом ведь в мире, в мировой истории сколько таких было, да, случаев известных, когда что-то начиналось с чего-то, казалось бы, незначительного, и говорили, да вообще это глупость, да вообще что это такое, а потом это развивалось, как, например, импрессионизм, да, вот, который никак не Но воспринимался всегда в что-то новое, начале оно современниками. воспринимается насторожно. Конечно, конечно. Да, поэтому здесь нужно опять-таки иметь смелость, Но вы дерзновение, смелая, насколько которое... мне известно. Да. А куда Лен, а вот деваться? если бы вам удостоилась такая возможность, честь, быть может, создать какой-то музыкальный символ, касающийся нашей Абхазии, да, вот что бы это было бы? Может быть, там, я не знаю, какая-то опера, постановка оперы, либо симфония, либо реквием. Как вы вот представляете, вот, что бы вы сделали? Я думаю, что... Да, музыкальный символ нашей... Но это, безусловно, что-то должно, что-то быть включающее в себя, да, опять-таки, и нашу народную традиционную музыку, и обязательно элементы классики, потому что они только усилят это, да, при Для восприятия, да, это важно. Да. при грамотном, так сказать, написании, да, произведения. Но это, несомненно, что-то должно быть вселяющее надежду. Вот надежда, мне кажется, на сегодняшний день это то, что всем нам крайне необходимо. А верите ли вы, что именно классическая музыка, высокая музыка способна формировать внутреннюю силу личности и нации в том числе? Верю, конечно, да. Вспомним, например, Италию, времена Верди и Гарибальди. И когда с ариями вердиевскими шли. Посредством музыки можно донести, даже без слов, может быть, или не понимая слов, можно донести смысл. В тяжелые времена классическая музыка, конечно, помогала и вытягивала, да, людей на какой-то другой и моральный уровень, и ментальный в целом. Да. Абсолютно. Ну, просто дело в том, что классика — это то, что, ну, вот сейчас немножко банально, может быть, прозвучит, гармонично природе, но это ведь так оно и есть, потому что даже вот все эксперименты, да, которые проводились, если там даже вот этот известный фильм про воду, значит, отдельно, да, емкость с водой, которая, да, включает тяжелый рок, и вторая, которая включает, то есть классика — это абсолютно то, что вот очень гармонично для всей планеты в целом, и включая, естественно, человека как части природы. Лен, а если вот можно было бы вас позиционировать с каким-то музыкальным произведением относительно вашей исполнительской деятельности, какое бы оно было бы, и если можно немножко напеть, что отражает певицу, женщину, артистку Елену Анквам? На самом деле трудно так вот одним произведением. Если сейчас, какая эмоция, может быть, внутри бурлит, и что бы вы хотели бы транслировать вот сейчас в программе
буквально несколько там секунд. Кстати, один из моих любимых романсов — это Цезарь Кюи, называется «Желание». Медлительно влекутся дни мои, и каждый миг в увядшем сердце множит все горести несчастливой любви, и тяжкое безумие тревожит. Вот что-то такое пришло. Прям очень эмоционально. И опять же, я убеждаюсь, что романсы — это ваша сильная сторона. Я думаю, что, вообще, в принципе, мало кто так исполняет романсы профессионально и так с душой. И вас очень приятно слушать. Я думаю, что наши зрители в дальнейшем, посмотрев эту программу, с удовольствием придут на ваши концерты с вашим участием. Лен, и в заключение хотелось бы, конечно, вас поблагодарить. И если бы это все зависело только от меня, мы бы с вами говорили бы, я думаю, еще часами. Но наша передача близится к концу. И я хочу сказать вам огромное спасибо за такую теплую беседу относительно музыкального искусства, относительно вашего профессионального становления, вообще вашей роли в музыкальном искусстве не только в формате нашей Абхазии, но и вообще, можно сказать, в общемировом. Не побоюсь этого слова, потому что вы та исполнительница, которая интересна как слушателям, зрителям нашей страны, так и далеко за ее пределами. Хотелось бы пожелать вам всяческих творческих успехов, удачи во всех ваших начинаниях. И хотела бы закончить нашу беседу фразой известного всеми в мировом масштабе композитора Иоганна Себастьяна Баха. Цель музыки — это трогать сердца. И я думаю, что уверена абсолютно, что это так и есть. И непосредственно сегодня в нашей беседе вы тронули мое сердце. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.